Это актуальное интервью. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Поддержка семей с детьми – приоритет государственной социальной политики. С 1 мая начался прием заявлений на оформление пособий семьям с детьми от 8 до 17 лет. Пособие рассчитывается с 1 апреля. Все ли семьи могут рассчитывать на помощь государства и как оформить пособие? Расскажет гостья студии Анна Докусарова, главный специалист клиентской службы города Якутска, Центра «Мои документы». Анна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в начале нашей беседы расскажем, какие семьи в целом могут рассчитывать на данные пособия. Да, согласно указу президента Российской Федерации, семьи могут получать данное пособие, данную выплату, семьи, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Ребенку уже исполнилось 8 лет и еще не исполнилось 17. Также у ребенка должно быть гражданство Российской Федерации, ребенок должен проживать на территории Российской Федерации. Дополнительно еще учитываются имущество граждан, то есть доходы семьи должны быть учтены обязательно, то есть члены семьи должны быть трудоустроены, либо же иметь уважительную причину отсутствия доходов. Также имущество учитывается по перечню установленному. Такой же перечень был по выплате от 3 до 7 лет и выплате одиноким родителям. Существует такое правило нулевого дохода. Расскажите, что оно означает? Правило нулевого дохода – это говорит о том, что у каждого взрослого члена семьи должен быть доход, то есть заработок. Таким заработком может являться заработная плата, пенсия, стипендия или же доходы от предпринимательской деятельности. Но есть исключения. То есть уважительным исключением может являться уход за ребенком до 3 лет, уход за ребенком, если это единственный родитель, уход за ребенком, если один из родителей работает, также служба в армии и 3 месяца после, безработица. Безработица должна быть официально зарегистрирована, то есть гражданин должен состоять на бирже труда, но не более 6 месяцев. Также граждане, ухаживающие за инвалидами и гражданами старше 80 лет. Еще студенты до 23 лет, обучающиеся очно. А какой размер может быть у пособия? Ведь он может варьироваться в разные суммы. Да, ну смотрите, базовый размер пособия зависит, то есть от экстерриториальности, то есть от территории проживания. Базовый размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. То есть зависит от места проживания гражданина. В нашем же случае на территории Республики Саха-Якутия данная сумма составляет в среднем 9728 рублей. Если же доход семьи ниже прожиточного минимума, выплата составляет 75% от регионального прожиточного минимума. Если же доходы семьи ниже регионального прожиточного минимума, выплата назначается в 100% размере. Она может достигать 23 229 рублей ежемесячно. Давайте теперь подробно поговорим, где можно подать заявление на данные выплаты и с какого числа стартовал прием заявлений. Стартовал прием заявлений с 1 мая текущего года. Уже можно было 1 мая подать заявление, но выплата назначается с апреля месяца текущего года. А выплаты назначается также обязательно условие: ребенку должно быть 8 лет полных и еще не исполнилось 17 лет. Заявление можно подать через портал госуслуг, в офисах Центра «Мои документы» и также в отделениях Пенсионного фонда России. Если гражданин выбрал обратиться в Центр «Мои документы», какие документы необходимо предоставить? Ну, перечень документов стандартный, то есть необходимо будет предоставить паспорта обоих родителей, СНИЛСы, свидетельство о рождении на детей, свидетельство о заключении брака, паспорта на детей, которые уже достигли 14-летия, реквизиты счета карты МИР, ну и дополнительные документы запрашиваются, исходя из жизненных ситуаций граждан. То есть это могут быть сведения о доходах, справки об отчетности самозанятости.
Год назад была утверждена похожая выплата также на детей от 8 до 17 лет. Чем отличаются друг от друга эти пособия и могут ли семьи, получая первую выплату, рассчитывать на новую? Данные выплаты схожи, но первая выплата, она выплачивается одиноким родителям, единственным родителям, которым назначены алименты. Также, то есть одновременно получать две выплаты нельзя. Гражданин должен будет выбрать одну выплату также он может подать выплату, как получать, то есть продолжать получать выплату как одинокий родитель от 8 до 17, либо же получать выплату на ребенка от 8 до 17 лет. Но опять же, тут есть небольшая разница именно в размере. То есть в первом случае размер выплат составляет 50% от прожиточного минимума, а по новой выплате размер может достигнуть 100%, то есть в 100% соотношении от прожиточного минимума. Тут уже гражданин сам выбирает, какой вид выплаты он желает получать. А в какие сроки рассматриваются заявления? Срок рассмотрения через портал госуслуг будет 30 рабочих дней. Если же заявление подавать в офисах Центра «Мои документы», дополнительно 3 рабочих дня. А от чего может зависеть оперативность рассмотрения заявления? Может зависеть также, как я ранее сказала, от жизненных ситуаций граждан, о сведениях, их доходах, о жизни, то есть сведения их, то есть информация об их имуществе. Есть такие доходы, обстоятельства и имущество, которые невозможно запросить, то есть межведомственным запросом. То есть требуется именно документарное предоставление информации от гражданина. Потому что Пенсионный фонд, допустим, да, как пример, Пенсионный фонд России самостоятельно может запросить информацию, данные о доходах по трудовому договору о гражданине, запросить в Федеральной налоговой службе. А если же гражданин является самозанятым, информацию то есть о его статусе он должен предоставить именно документарно. Это является справка. Анна Павловна, давайте вернемся к вопросу о том, кто может рассчитывать на данную выплату. Если, например, родители являются безработными, но не состоят на учете в Центре занятости, могут ли они рассчитывать на эту выплату? И расскажите поподробнее о этих категориях граждан. Да. Смотрите, есть такой нюанс, что если же взрослые члены семьи не имеют дохода, и это не является, то есть без уважительной причины не имеют дохода, они не могут уже не являются семьей, нуждающейся в государственной поддержке, именно выплате пособия от государства, даже если прожиточный минимум у этой семьи ниже, то есть доходы ниже прожиточного минимума. Уважительная причина, какая она может быть? Уважительная причина — это может быть длительное лечение, то есть от 3 месяцев, отбывание наказания в местах лишения свободы, уход за детьми до 3 лет, уход за детьми, если работает один родитель, или же если это является единственным родителем, ну и студенты-очники до 23 лет. А если один из родителей, опять же, не состоит на бирже труда, может ли он в экстренном порядке обратиться, встать на учет и подать заявление? Будут ли рассматриваться заявления таких людей? Заявление, да, можно, то есть подать заявление любой формы. То есть и в Центре «Мои документы» мы принимаем заявление на основании их документов. Уже принимает решение Пенсионный фонд. А можете рассказать, ведь прием заявлений уже с 1 мая начался. Сколько людей в среднем приходят каждый день, ежедневно? Достаточно поток большой приема граждан. Люди обращаются в наш центр для подачи документов, то есть они приносят с собой стандартный пакет документов, подают заявление. Также, если же имеются недочеты в заявлениях, требуется дополнительная информация, либо же неточности в заявлении, на обработку данного заявления дополнительно запрашивается 5 рабочих дней. То есть производится обработка. Либо же мы можем запросить межведомственно какую-то информацию о гражданах. Это тоже может занять по срокам около 20 рабочих дней. А как реализуется обратная связь непосредственно от вас? Это звонки на телефон, письменное обращение?
Мы уведомляем наших заявителей посредством электронной почты. То есть мы направляем уведомление на электронную почту, и заявитель уже получает уведомление о том, что он может подойти в наш центр и ознакомиться с результатом, то есть именно с результатом своего заявления, то есть какое принято решение. Также и с причиной отказа в случае отказа. Напомните, пожалуйста, выплаты вот с 1 апреля будут идти с перерасчетом. Если, например, родитель подаст заявление в июне или в июле месяце, насчитаются ли ему за вот эти прошедшие месяцы пособие, или же будет идти вот с июля? Пособие, получается, подается с 1 мая 2022 года, но назначаться и выплачиваться будет с апреля. Но при этом ребенку должно быть полных 8 лет и до 17. Также с перерасчетом можно подать заявление, то есть до конца года, это до октября 2022 года. А на какой срок рассчитывается выплата? Это, то есть, прием документов в октябре заканчивается на выплаты, а сама выплата когда? На 12 месяцев. На 12 месяцев. А смотрите, например, при подаче заявления, да, родители были безработные, но тут случилось чудо, и родители нашли работу, ну, все устроилось, и в жизни стало все хорошо. Об этом нужно прийти и уведомить органы, сказать, что мы сейчас нужно работаем? будет и уведомить о том, что, так скажем, доходы увеличились у данной семьи, и уже, то есть, будет перерасчет данной выплаты. А перерасчет как будет осуществляться? Вы попросите, может быть, назад эти выплаты или сократиться выплаты? Тут уже я точно сказать не смогу. Нужно будет уже, исходя из ситуации, уточняться в Пенсионном фонде России. А если, например, в семье, многодетная семья от 3 детей, то есть пособие будет рассчитываться на каждого ребенка? Да, если, то есть этим 3 детям от 8 до 17 лет на всех 3 детишек. Анна Павловна, спасибо вам большое за то, что так подробно ответили на все наши вопросы. Это полезная информация. Уверена, что телезрители сделают для себя какие-то выводы и почерпнут интересное. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.